Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем делать вот такое вот видео на бэкграунд на вашем сайте с помощью чистого JavaScript. Также это видео будет иметь такую кнопочку Play и Pause, которая будет приостанавливать и воспроизводить по вашему желанию. Итак, давайте приступим к коду. Для начала, как мы видим, справа у нас ничего нет. Начинаем с того, что создаем header. Внутри тега header создаем тег видео и даем ей класс видеоконтейнер. Внутри нашего тега видео создаем еще один тег source, то есть источник. Указываем ей атрибут src и указываем путь на это самое видео. Также мы должны указать тип этого формата, то есть это видео mp4 формата. Далее мы создаем небольшой заголовок с тегом hash1 и внутри прописываем видеопроект. Это для небольшой визуальной красоты. Следующей нашей задачей будет создать такие кнопки, при помощи которых мы будем ставить наше видео на паузу или же проигрывать ее дальше. Создаем тег button. И также зададим ей класс switch_btn. Далее внутри тега button создаем еще один тег span и прописываем внутри тега span play. Позже мы ее копируем и вставляем чуть ниже еще 2 раза. Это в будущем нам пригодится. Значение второго спана мы приравниваем к pause, то есть пишем в ней паузу. А третий спан мы оставляем просто пустым, но на третий спан мы задаем класс, который будет называться switch. И вот, с HTML частью мы, скорее всего, закончили. Давайте перейдем к JS. Там будет все поинтересней. Итак, для начала мы должны создать какую-либо переменную const btn и выделить отдельный атрибут с части HTML, то есть через document.querySelector мы выбираем класс switch_btn. Это нам понадобится в дальнейшем для небольших манипуляций. Также копируем ее и вставляем. И название переменной btn мы меняем на видео. Также меняем класс, к которому будем обращаться. То есть не switch_btn, а видеоконтейнер. Итак, мы уже выбрали 2 атрибута, с которыми мы будем работать. Это в HTML. switch_btn у баттона и видеоконтейнер, который находится у тега видео с таким же классом. Далее мы создаем прослушиватель событий, то есть add event listener, на кнопку btn. И при нажатии на нее, то есть при клике на нее, у нас будет срабатывать функция. Эта функция должна будет проверять у кнопочки button, имеет ли он такой класс под названием slide, то есть btn.classList.contains. Класс list название класса, а contains, то есть проверяет, имеет ли такой-то класс. Если условие верно,
btn класс list добавляет класс slide, то есть если его нету, он добавляет. В противном случае, если же такой же класс есть, то он удаляет ее с помощью функции remove. А теперь мы должны добавить к нашему условию некоторые функции под названием video.play и video.pause. В первом случае, после добавления класса slide, мы должны ставить наше видео на паузу. В противном случае, если мы убираем этот класс с нашего баттона, видео должно воспроизводиться дальше, и при этом мы должны выполнить функцию video.play. Итак, давайте проверим, что у нас получилось на данный момент. Вот видео, нажимаем play, stop. И если мы чуть-чуть подождем, то увидим, что видео воспроизводится уже в бэкграунде. Нажимаем стоп, видео останавливается. Нажимаем еще раз, и у нас видео идет дальше. Но у нас черный экран появился. Это будет исправимо. Вот так. Но есть и другой способ. К нему мы вернемся чуть позже. Давайте перейдем к HTML части, и я бы хотел добавить еще небольшую деталь под названием прелоудеры. Это такая вещь, которая будет на экране у вас до того момента, пока вы полностью не загрузите сайт. Для этого мы создаем div с классом preloader, а внутри этого класса мы создаем тег image и указываем путь в src на наш preloader. В нашем случае это гифка. А также в атрибуте alt указываем ей preloader. Если мы обновим сайт, мы увидим, что наш preloader загрузился, то есть наша гифка. Как мы видим, наш preloader загрузился, но он никуда не торопится уходить. Поэтому с помощью JavaScript мы исправим эту ошибку. Создаем переменную preloader. Через Document Query Selector выбираем div, в котором был класс preloader, в котором и находится это image. А также через функцию window.addEventListener, то есть просушиватель событий в окне вашего браузера уже, на функции load, то есть при загрузке сайта оно будет выполнять следующую функцию. То есть эта функция должна состоять из того, что мы должны убрать этот preloader, чтобы человек мог пользоваться сайтом. Также мы добавляем этому прелоудеру класс hide preloader, то есть мы загораживаем ее, делаем ее невидимой после загрузки сайта. На этом наша магия с помощью JavaScript заканчивается. Давайте посмотрим, как будет вести себя наш preloader. Загружаем сайт, идет preloader, но сразу же идет загрузка сайта. Поэтому не так сильно и хорошо ее видно. Но в принципе у нас все работает. И да, до этого я говорил, что в HTML части мы должны будем кое-что доделать. У нас сайт не загружался само собой, то есть видео на сайте не загружалось. Оно загружалось только после того, как мы нажимаем на play. Это легко исправимо в части HTML. Вот так у нас вставал черный экран после окончания видео.
Чтобы исправить эти небольшие проблемы, мы переходим в HTML-часть к тегу видео и дописываем ей атрибуты autoplay, loop и muted. Autoplay отвечает за то, что после загрузки сайта видео воспроизводилось сразу же. Muted отвечает за то, чтобы видео воспроизводилось без музыки, а loop отвечает за то, что оно будет воспроизводиться бесконечно. Вот такое небольшое видео, небольшой проектик получился. Думаю, было не так уж и сложно, и всем понравилось. Всем до скорой встречи, всем пока, и спасибо за ваше внимание.